белых перчатках и спецодежде сотрудники архива достают дело Казанского жандармского управления. Здесь история похищения Казанской иконы Божьей Матери. Первая запись 29 июня 1904 года в 2 часа ночи с Богородицкого женского монастыря совершена кража. Украли 2 иконы. Ночной сторож был 1 на 1 с преступниками. В момент насилия Захаров хотел крикнуть, но злоумышленники зажимали ему рот, сдавили горло и грозили револьвером и ножами, чем лишили его возможности поднять тревогу. Икона настолько считалась такой святыней, что мысли о том, что украли именно как святыню, не могло возникнуть. Иконы сами были украшены бриллиантами, изумрудами, сапфирами, жемчугом. И стоимость вот именно не иконы, я подчеркиваю, не иконы, потому что для тогдашнего времени сказать стоимость иконы, это было тоже святотатство. Стоимость драгоценностей следователи оценили в 70 тысяч рублей. Для сравнения, зарплата университетского преподавателя в то время была 100 рублей в месяц. Прокурор приказал поднять все силы на поиск грабителей. Дело на контроле держал сам император. Подключились и соседние губернии. Население было встревожено. В ходе расследования жандармы вышли на Федора Чайкина, скупщика драгоценностей. При обыске в его квартире в печи обнаружили остатки жемчуга и драгоценностей. Вскоре Чайкина осудили. Суд находился вот в этом здании на Кремлевской. Сейчас это памятник архитектуры. Обвиняемому дали 12 лет каторги. Но он так и не ответил на вопрос, была ли это та самая икона. Результатов судебный процесс не принес. Икону не нашли. На поиски казанские сыщики выезжали в разные города страны, а служители монастыря продолжали писать историю. Дневник с момента его возведения, по которому теперь воссоздают собор Казанской иконы Божьей Матери, тоже хранится в Госархиве. И мы не теряем надежду, что все-таки тайна похищения иконы раскроется. Анна Городнова, Игорь Романов, ТНВ, Казань.